Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этой минуте. Уйти от ответа не получится. Глава Якутии сообщил о новых технологиях для вычисления поджигателей. В столице республики проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Под контролем и объекты торговли. Сколько нарушений выявили. Интерактивная выставка, посвященная годовщине Великой Победы, открылась в Якутске. Наш корреспондент расскажет об интересных экспонатах. Виновников лесных пожаров в Якутии выявляют при помощи спутниковых технологий. В этом году причиной серьезной задымленности в центральных районах стали несанкционированные сельхозпалы и непотушенные костры. Это нанесло огромный урон. Свыше 2000 тонн заготовленного сена сгорело. Пострадавшим оказывают помощь. Всего выявлены 17 человек, причастные к пожарам. Об этом заявил глава республики в ходе прямого эфира в соцсетях. Сейчас это выявляется достаточно быстро благодаря спутниковым технологиям, сообщил Айсан Николаев. Глава Якутии подчеркнул, что меры по всем виновным будут приняты, как административные, так и уголовные. А при нарушениях санитарных норм в Якутии будут закрывать развлекательные заведения. Об этом также сообщил Айсан Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях. По клубам, конечно же, надо усиливать контроль. И в случае выявления нарушений мы должны идти на закрытие определенных учреждений. Соответствующие поручения органам местного самоуправления, в первую очередь городу Якутску, а также Роспотребнадзору и органам внутренних дел будут даны, сказал глава Якутии. Он отметил, что в случае грубых и повторяющихся нарушений такие учреждения должны быть закрыты. Контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте ведут в Якутске. Занимается этим отдел организации и контроля транспортной деятельности, а также административная комиссия столицы. Накануне выявлено 5 нарушений, по которым составлены административные протоколы. Как сообщил директор ЕПАК Валерий Домотов, в муниципальных автобусах строго соблюдаются меры безопасности и предписания Роспотребнадзора, как для пассажиров, так и работников. Все водители и кондукторы ежедневно получают средства индивидуальной защиты. Жалоб не поступает. Отрадно, что люди стали понимать, что, защищая себя, они защищают и других, сказал он. Тем временем порядка 4000 рейдов по соблюдению ограничительных мер в торговых объектах провели в республике. В Якутске проверили более 1200 объектов торговли и общественного питания. За время проверок в столице выявлено более 500 нарушений. Провели 335 профилактических бесед и составили порядка 200 актов осмотра. 190 актов направили в Министерство предпринимательства, 16 в Роспотребнадзор. Напомню, административная комиссия получила полномочия привлекать к ответственности за нарушение антиковидных мер в начале июля. С тех пор проверки проводят практически ежедневно. Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к тренировкам служебных собак по выявлению COVID-19 у человека. Вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 специальных собак, которых обучают в толпе в аэропорту распознавать больных коронавирусом. По ее словам, на сегодня уже выделены необходимые биологические пробы как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. По ее словам, все исследования идут достаточно хорошо. Голикова добавила, что некоторые из собак имеют опыт, связанный с идентификацией больных раком. Вице-премьер также рассказала, что рост числа заболевших COVID-19 в России серьезный, но ожидаемый. Закрытые границы, отмененные рейсы и всемирная кампания «Оставайтесь дома». В этом году пандемия COVID-19 коснулась практически каждого жителя планеты. В тяжелой ситуации оказались многие. Тем, кто попал в беду, помогал профсоюз «Профалмаз». Чем способен помочь профсоюз, об этом расскажем далее. Кого-то сократили на работе, а кого-то отправили в простой. У всех, кто обращался за поддержкой в профсоюз «Профалмаз», была своя причина. Владимир Пасечник до пандемии нового коронавируса работал машинистом крана в Удачнинском комбинате. Так получилось, что сокращения на предприятии коснулись и его. С просьбой помочь найти ему новую работу обратился в «Профалмаз». В профсоюз надо вступать, потому как не знаем законов, всяких этих новых поправок, новшеств. Обращаемся в профсоюз помогает. Так что желаю вступать в профсоюз. Лучше там быть, чем нигде.
Во время пандемии Профалмаз расширил каналы связи для консультаций и возможности обратиться членам профсоюза по всем вопросам к юристу профсоюза. Задать вопрос в Профалмаз сейчас можно по электронной почте profalmaz@alrosa.ru, обратившись в приемную по телефонам 8 411 36 9 90 20, добавочный 4 24 46, также 8 411 36 3 46 64. Когда на предприятии встает вопрос о сокращении, организуется комиссия по определению преимущественного права. В нее привлекаются председатели первичных профсоюзных организаций. Решая, кого все же оставить, комиссия учитывает несколько факторов. Проходит очень много заседаний по преимущественному праву оставления на работе, где также мы рассматриваем людей, которые состоят в профсоюзе. И они пользуются преимущественным правом из-за того, что они являются членами профсоюза, они имеют преимущественное право оставления на работе. За 8 месяцев этого года в горно-обогатительных комбинатах всех площадок состоялось более 60 комиссий с участием представителей Профалмаз. Все сокращения штата компании «Алроса» проходят при обязательном согласовании профсоюза. При сокращении работников прилагает все усилия по сохранению рабочих мест и соблюдению трудового законодательства в отношении сокращаемых сотрудников. Эта работа способствовала тому, что по итогам 8 месяцев более 50 работников горно-обогатительных комбинатов на всех площадках смогли остаться на своих рабочих местах. Пандемия COVID-19 еще не закончилась. Сегодня Профалмаз продолжает оказывать правовую поддержку членам профсоюза. Также продолжается работа по оказанию материальной помощи в первично-профсоюзных организациях. Анна Винокурова, Роман Ларин, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». К другим темам. Массовые проверки в эти выходные на территории республики проводит госавтоинспекция. Наряды ГИБДД выставлены на улицах, региональных и федеральных автодорогах региона. Также ведомство просит сообщать о фактах нарушений в дежурную часть по телефонам. С 1 октября в историческом парке «Россия. Моя история» проходит выставка, посвященная годовщине Великой Победы. Экспозиция представляет собой синтез мультимедийного контента и уникального предметного ряда. Подробнее нам расскажет Саргалана Неустроева, она выходит с нами на прямую связь. Сарге, приветствую, ждем от тебя подробности выставки. Приветствую, Сергей. Действительно, такую уникальную выставку можно увидеть только здесь, в стенах музея «Россия. Моя история». Здесь представлены и личные вещи выдающегося якутского снайпера Ивана Кульбертинова, и даже неопубликованный отрывок из письма Аба Торговкина своей возлюбленной Аграфене Антоновой Груши. Она представлена вот здесь, под этим стеклом. Сохранились и другие письма и телеграммы. По словам сотрудников музея, как раз-таки публикация личных писем Аба Торговкина в Инстаграме вызвала большой отклик среди подписчиков. Действительно, содержание этих писем очень трогательное, очень романтичное и никого не оставит равнодушным. К сожалению, любовь солдата и девушки продлились недолго. Аба Торговкин погиб в возрасте 23 лет во время наступательной операции. Ну и, конечно, большую часть экспозиции представляет мультимедийный контент. Здесь вы можете увидеть ожившие фотографии военных времен, а также отрывки произведений на военную тематику. Ну а подробнее о том, как же все-таки проходила подготовка к выставке и откуда были взяты музейные экспонаты, нам рассказал сотрудник музея, экскурсовод Михаил Чаросов. Михаил, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходила подготовка к экспозиции. Здравствуйте. С научными сотрудниками нашего исторического парка было написано более сотни статей, и из них было скомпилировано, конечно же, более полусотни тем, прочитав которые вы наиболее полно сможете ознакомиться с историей нашего края в те страшные годы Великой Отечественной войны. Насчет физических экспонатов нашей выставки, они собирались в сотрудничестве, конечно же, со многими музеями нашей Якутии. Например, вот личные вещи Аграфены Антоновой и письма Аба Торговкина нам были предоставлены Алекминским музеем земледелия. И также, конечно же, многие экспонаты были собраны из личных и частных коллекций, именно держателей тех вещей, которые отражали историю их предков.
Спасибо, Михаил. Ну а для любителей прекрасного здесь также по соседству представлена выставка «Лики Победы», на которой представлены картины наших якутских художников. И также тут рядом проходит всероссийская выставка «Память поколений». Ну, у меня на этом все. Сергей. Сарге, спасибо. Саргалана Неустроева в прямом эфире рассказала о выставке, посвященной Великой Победе. А в офисе китайской компании появился очаровательный питомец. Это карамельно-коричневая альпака, которая составляет компанию сотрудников офиса в течение рабочего дня. Работники видеопродакшн-студии гладят и кормят альпаку по кличке Туа Байван, а также выходят с животным на прогулку. Компания снимала короткие видео ежедневной жизни альпаки, поэтому зверек быстро стал популярным в ТикТок. Отметим, альпаки с недавнего времени стали привлекать внимание жителей Китая. Их иногда заводят в качестве домашних животных. Останки корабля времен Второй мировой войны нашли на дне Балтийского моря польские ныряльщики. Ученые полагают, что они могут пролить свет на исчезновение янтарной комнаты, рассказывает Артем Сторонов. Польские дайверы обнаружили на дне Балтийского моря останки корабля времен Второй мировой войны. Они полагают, что находка может пролить свет на одну из самых больших загадок 20 века – исчезновение сокровищ янтарной комнаты из царского села под Петербургом. Грузовой пароход «Карлсруэ» отправился из Кёнигсберга, ныне Калининграда, в 1945 году, однако вскоре был потоплен при бомбардировке советских войск. Именно в Кёнигсберге в последний раз видели янтарную комнату, после чего она бесследно исчезла. По словам дайверов, останки корабля практически не тронуты. В трюме находится военная техника и множество контейнеров с неизвестным содержимым. Именно в них, как полагают совершившие открытие люди, могут находиться пропавшие драгоценности. Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I в начале XVIII века, а затем подарена Петру I. В годы Великой Отечественной войны Екатерининский дворец, где она находилась, был захвачен немецкими войсками. Янтарные панели разобрали и вывезли в Кёнигсберг. Дальнейшая их судьба неизвестна. По разным версиям, они могли быть уничтожены при бомбардировке, тайно проданы в США или где-то спрятаны или вывезены. В Екатерининском дворце российские мастера в начале 21 века воссоздали копию утраченного шедевра. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.